От отчаяния к надежде, от надежды к отчаянию. Сегодня в Ингушском научно-исследовательском институте имени Чаха Охриева состоялась презентация книги Розы Ганиевой «Посттравматический рост. Путь исцеления родственников, пропавших без вести». Монография по таким названиям в свет вышла в прошлом месяце. В ней представлены основные результаты психологического исследования людей, чьи родственники пропали без вести при событиях осени 1992 года в пригородном районе. О тех, кто остался в состоянии хронического расстройства, людях, которые не смогли попрощаться с близкими и не знают, где их родные. Над этой книгой автор работал 3 года. Мы, выполняя эту работу, опирались на 2 теории. Это теория трансформации личности Магомеда Эминова и теория личности Виктора Франкла. И в процессе и в результате своей работы мы смогли убедиться в том, что да, действительно, эти теории подтверждаются. Жизнь человека в любом случае, при любых обстоятельствах, в любой ситуации имеет смысл. Вот. Это такой первый основной вывод. И второй вывод может прозвучать так. Любая экстремальная ситуация является источником страдания, вот, с одной стороны, и с другой стороны может быть источником мужества, стойкости, решительности, в зависимости от того, какую позицию, смысловую позицию занимает человек, который в ней участвует. То, что эта работа написана, это огромное дело для нашего народа. Огромный, просто неоценимый вклад в историю нашего народа. Роза Хаматхановна проделала очень большую работу. Профессор, ученый, исследователь.